Обязательно ставьте лайки и пишите свои комментарии. Они нам очень важны. Кто помог директору туркменского завода избежать увольнения после серии критических материалов? В 2021 году Turkmen News опубликовал серию материалов о коррупции и нарушениях на заводе Карабагаз-Карбамид. В них рассказывалось о хищениях, о землячестве и шантаже при трудоустройстве, о махинациях со служебным жильем. А осенью 2021 года было опубликовано совместное расследование Turkmen News, Гандога Рорк и CCRP об экспорте продукции этого предприятия через компанию племянника тогдашнего президента Хаджимурата Реджепова. По нашей информации, после этого на предприятии прошла кадровая чистка, но директор Бердымурат Джумаев сохранил свой пост, коррупция на заводе никуда не делась. Кто помог ему избежать гнева президента? Как сообщают источники Turkmen News, радикальным решением в первую очередь помешал Шамухамед Дурдылыев, недавно переведенный на должность главы строящегося нового административного центра Ахалского вилаята. До недавних пор Дурдылыев был вице-премьером и курировал, в частности, деятельность госконцерна «Туркменхимия». Если бы Джумаев был уволен и стал бы фигурантом уголовного дела, Дурдылыева обвинили бы в том, что подведомственное госконцерну предприятие возглавлял ненадежный человек. Также помог закупорить эту проблему посол Туркменистана в Москве Батыр Неизлыев. Его двоюродный брат Ниязлы Неизлыев возглавляет Туркменхимию. Увольнение Джумаева и последующая проверка деятельности главы госконцерна негативно повлияли бы на карьеру дипломата. В Туркменистане говорят, что семья Неизлыевых сейчас очень сильна. И Дурдылыеву, и двоюродным братьям Неизлыевым плевать на директора завода Бердымурата Джумаева, но вслед за ним могли слететь головы и у них, поясняет источник. Они спасали себя и сделали все, чтобы дело завершилось пшиком, о чем и было доложено президенту. Как результат, проверяющие в декабре 2021 года ограничились отстранением от должностей не самых высокопоставленных сотрудников: начальника цеха готовой продукции и заводского гаража Аймурата Сапарова, главного инженера Надурды Араздурдыева, главного бухгалтера Ирины Токаревой. Гурбангулы Бердымухамедову доложили, что в коррупцию была вовлечена лишь мелкая сошка, рассказывает источник. Его убедили, что все, что написано в ваших статьях о Джумаеве, ложь и фикция. Действительно ли Гурбангулы Бердымухамедов, который до марта 2022 года занимал пост президента, а затем уступил его своему сыну Сердару, мог верить в непогрешимость таких людей, как Джумаев? Некоторые наблюдатели заявляют, что это наивно. По их мнению, так называемый Аркадак, покровитель, прекрасно понимает, что все официальные отчеты – это потемкинские деревни. Но другие наблюдатели не так категоричны. По их мнению, Бердымухамедов-старший тоже человек, он не может быть всеведущим, а главное, у него есть такая человеческая слабость, как желание быть обманутым. Ему приятно думать, что он стоит во главе благополучного государства, где никто не ворует, а все вопросы решаются, если и не в соответствии с международным правом, то хотя бы просто справедливо. Поэтому чем лучше подчиненный умеет обманывать, чем более красивые мифы о ситуации в стране он излагает, тем успешнее его карьера. А за недостаточно развитый талант Шахерезады вполне можно оказаться в тюрьме Авадан-Депи, где отбывают сроки множество бывших высокопоставленных лиц. А вот насколько счастлив обманываться новый президент. Некоторые шаги Сердара Бердымухамедова, такие как увольнение его тети Гульнабад Давлетовой с поста главы местного отделения Красного полумесяца, демонстрируют, что определенная опасность для элиты прежних времен все-таки существует. При этом заводу явно требуется новая комплексная проверка. Коллективное письмо сотрудников Ниязлы Неизлыеву не принесло никаких результатов, проблемы жильцов заводских домов никуда не делись.